Они не жаловались на то, что у молодых нет перспектив. Они не уповали ни на чью помощь, не сетовали на плохое начальство. Они предпочли не ныть, а предпринимать. Молодые хабаровские предприниматели собираются в бизнес-клубе и рассказывают свои истории в проекте «Предпринимай». Маргарита Шафарост, владелица сети киосков быстрого питания «Блин Блиныч». Свой бизнес начала полгода назад. В плане организации сегодня начать бизнес не так уж и сложно. Да? Плюс мне была большая помощь от фонда поддержки начинающих предпринимателей. Вот. Другое дело, как создать продукт, который будет вне конкуренции. Самое главное в нашем деле – это была разработка меню. Как вспомню, когда мы начинали наш бизнес, днем наше время было занято различными организационными вопросами. Это оформление индивидуальным предпринимателем, да, налоговой инспекции, подготовка помещений, реклама и так далее. Время на разработку меню оставалось лишь вечером, а то и ночью. Казалось, что может быть проще традиционных русских блинов? Дома, на любимой сковородке, для мужа и детей, да, возможно. А так, чтобы понравилось не только мужу и детям, оказалось, что не очень просто. 3 недели подряд мы собирались большой дружной семьей в однокомнатной квартире моей сестры и пекли блины каждый день. 3 недели подряд мы заводили тесто и опять пекли. Заводили еще тесто и опять пекли. Хотелось и плакать, и смеяться. И казалось, ни конца, ни края этому нет. А нам надо было довести рецепт до состояния очень вкусно или как дома, потому что это основной критерий потребителей при выборе продукта, качество его. Проблема заключалась в том, что с каждым 10-м блином, а далее 100-м, наши вкусовые рецепторы значительно притуплялись. И мы уже не различали, где вкусно, а где невкусно. Все блины уже были под одну кучу. От количества блинов уже становилось, да, плоховасто. В непродолжительные часы отдыха возникали вопросы, а надо ли нам вообще все это? Но к нашему открытию блины были все-таки как дома, меню разработано, наша цель достигнута. Качество нашего продукта для нас – это самое главное. Ведь наши блинчики очень часто кушают детки. А так как я сама мама, я прекрасно знаю, насколько могут быть чувствительны их животики. Для начала, для открытия своего дела, да, вот именно этого, это была главная трудность создать тот самый идеальный продукт. Но впереди, безусловно, еще будет немало трудностей. Но главное помнить, что терпение и труд – все перетрут. Маргарита, а в чем выражалась помощь Фонда поддержки малого предпринимательства? И ты вообще смогла бы без нее обойтись? Думаю, могла бы, да. Но это было бы гораздо сложнее, да, и заняло бы у меня гораздо больше времени, однозначно. Фонд дал мне ту поддержку, ту информацию, да, с помощью которых я смогла не допустить ошибки на первоначальном этапе, да, при организации. То есть в то же время, пройдя курсы начинающего предпринимателя в фонде, я смогла написать там бизнес-план, который успешно защитила и получила субсидию от Центра занятости. Я считаю, поддержка налицо.